Напряжение на границах НАТО. В столице приняли решение о вызове резервистов. Срочная эвакуация населения. Страна готовится к удару. Официальное обращение премьера. Экологическая катастрофа после атаки БПЛА. Власти призывают людей остаться дома, пока улицы покрывает маслянистая пленка. Что происходит? Европа собирается воевать, страны экстренно переводят экономику на военные рельсы. Угрозы для Польши и балтийских стран. Ядерное оружие может пойти в ход. Внезапное заявление. Об этих и других самых главных событиях. Утро вторника, 21 апреля. Спасибо, что вы с нами. Говорим о том, что действительно важно. В эфире «Нехта», я Алексей Бурлаков. Начинаем. В российском Туапсе после удара по нефтяной инфраструктуре началось то, что местные уже назвали нефтяным дождем. Машины, дороги и улицы покрыла маслянистая пленка, люди массово публикуют видео и фото. Роспотребнадзор советует без необходимости не выходить из дома. А в море у побережья уже нашли большое нефтяное пятно. По спутниковым снимкам загрязнение растянулось примерно на 7 километров. Власти Краснодарского края говорят о площади в 10 тысяч квадратных метров и связывают разлив с атаками дронов, когда была повреждена инфраструктура морского терминала. Я хотела с ребенком жить на море. Море все заебашено этим мазутом. Все испорчено. Что вообще делать? БПЛА эти летают. Уже все разносят. Не знаешь, что ли? Ты будешь жив вообще? Проснешься ты живым или нет? И твой ребенок. Что тут делать вообще? Хули тут жить? Только из-за тепла, из-за этого. Пятно сейчас находится примерно в 1,5 милях от порта Туапсе, и если нефть уже буквально падает с неба, это значит, что последствия удара вышли далеко за пределы самого порта. Эту фразу в прошлом столетии можно было услышать как минимум дважды, и оба раза она не сулила ничего хорошего. Как будет в этот раз? Германия готовится к войне. Германия больше не делает ставку только на машины, теперь ставка на оружие. The Wall Street Journal пишет, что Берлин на фоне затяжного промышленного спада все жестче разворачивает страну в сторону оборонки. Старый экспортный мотор буксует, рабочие места в промышленности исчезают тысячами, прибыль автогигантов падает, и на этом фоне власти все активнее превращают простаивающие заводы и уволенных специалистов в ресурс для военного производства. Хорошая тенденция в немецкой экономике заключается в том, что люди гораздо чаще, чем раньше, задаются вопросом: как мы можем внести свой вклад в то, что не было сделано за многие предыдущие годы, чтобы вернуть себе способность защищаться? И именно этим мы сейчас и занимаемся. В Германии слишком много нытья. Если все будут только постоянно жаловаться, что все ужасно, то ничего не заработает. Нужно засучить рукава. Сигнал уже предельно ясный. Volkswagen обсуждает выпуск компонентов для железного купола. Немецкие компании добавляют смены радиооружия и боеприпасов. Даже ракеты Patriot скоро будут собирать в Германии. Министр экономики говорит, Европе нужна своя сильная оборонная индустрия, то есть схема меняется на глазах. Раньше Германия кормила Европу автомобилями, теперь ее все заметнее готовят к роли оружейного цеха континента. Но не только Германия, Финляндия уже подтягивает резерв, будут внимательно следить за небом. После серии инцидентов с украинскими дронами, которые сбивались с курса у российской границы, финские военные решили подключить резервистов к наблюдению и патрулям. Формально, в формате учений, по сути, чтобы разгрузить армию и пограничников, которые сейчас тратят все больше сил на контроль воздушной границы с Россией. Сигнал для Хельсинки неприятный. Дроны, летящие по российским портам, уже не раз оказывались на территории Финляндии. Раньше для проверки целей поднимали истребители, но огонь не открывали, чтобы не устроить еще больший хаос. Теперь власти явно готовятся к долгой нервной истории и отдельно просят людей не выкладывать в сеть данные о военных и их передвижении. Лукашенко угрожает соседям, но говорит, что Беларусь не хочет войны, но готова отвечать даже ядеркой, которой у Беларуси нет. Он перечислил Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и в какой-то степени Украину и заявил, что им, упаси Господь, пойти на агрессию против Беларуси. Это не значит, что мы завтра же
если начнется там какое-то противостояние, ударим ядерным оружием по тем странам, через которые или с территории которых будет совершена на нас агрессия. У нас достаточно другого оружия, чтобы этому противостоять. Но если мы увидим, что это будет грозить существованию Беларуси, то не только мы, но и согласно нашего договора с Российской Федерацией, мало не покажется. И мы применим все, что у нас есть. При этом он уверяет, что Минск сам воевать не собирается и что нападение с территории Беларуси на Польшу и Литву якобы невозможно. Но тут же добавляет, если страну втянут в войну, или, как он считает, нападут, Беларусь будет защищаться всеми возможными средствами. В данном случае все возможные средства — это Россия. Свято место пусто не бывает. Виктор Орбан ушел, другая страна и другой премьер может занять его место. Пророссийский экс-президент Румен Радев уверенно выиграл парламентские выборы в Болгарии и уже пообещал сделать все, чтобы страна не скатилась в очередные досрочные выборы. Он прямо назвал новый виток политического хаоса катастрофой и заявил, что теперь главная задача – собрать стабильное правительство. Для Болгарии это звучит почти как обещание вытащить страну из бесконечного дня сурка. С 2021 года там прошло уже 8 парламентских выборов. Вы должны знать, что Болгария будет прилагать усилия для продолжения своего европейского пути. Но, поверьте мне, сильной Болгарии в сильной Европе необходимо критическое мышление и прагматизм, потому что Европа стала жертвой собственного стремления быть моральным лидером в мире без правил. Именно в этом будет заключаться главный вклад Болгарии в ее европейскую миссию. Коалиция Радева «Прогрессивная Болгария» набрала 44,5% голосов и с большим отрывом обошла конкурентов. Дальше идут прозападная коалиция «Продолжаем перемены», «Демократическая Болгария», партия ГЕРБ Бойко Борисова, Блок Пиевского и «Националистическое Возрождение». Но даже при таком результате у Радева впереди самое сложное – не победить, а удержать страну от нового политического развала. И тут уже обрадовались в Москве. Нам, конечно же, импонируют слова и господина Радева, который выиграл на выборах, и других некоторых европейских лидеров о готовности решать проблемы путем диалога, прагматичного диалога с Российской Федерацией. Специально для въезжающих и выезжающих из РФ акция «Полный контроль». Разблокируй все свои гаджеты и покажи пограничнику, и получишь шанс не сесть на 15 суток. Хотя 15 суток же уже в России сидеть. Телефон на границе теперь могут попросить показать не только включенным, но и открытым. В РФ пограничники получили право досматривать смартфоны, ноутбуки и другую электронику. Об этом первым почему-то сообщило представительство Минтруда Таджикистана в России со ссылкой на ФСБ. Формулировка привычная: безопасность, борьба с экстремизмом и контрабандой. Российского гражданина пограничники не имеют права не впустить и при этом не могут заставить показать переписку. Попросить могут, заставить нет. Это охраняемая Конституцией тайна. Его имеет право задержать на 48 часов по статье 14 закона о полиции. За отказ выполнить требования могут дать штраф от 5 до 7 тысяч рублей или даже административный арест до 15 суток. В соцсетях реакция ожидаемая, люди нервничают, и не только те, кому есть что скрывать, потому что одно дело показать чемодан, и совсем другое — отдать на досмотр свой телефон, в котором сегодня у человека вся жизнь. Сильнейший удар по Японии. Власти объявляют эвакуацию из ряда регионов. Япония снова смотрит на море с тревогой. У северо-восточного побережья страны произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5 баллов. После него в префектуре Ивате уже зафиксировали цунами, а власти предупредили, волны могут достигать 3 метров. Правительство сразу после землетрясения создало экстренный координационный штаб в Центре управления кризисами при канцелярии премьер-министра. По моему указанию мы прилагаем максимальные усилия для оценки масштаба ущерба, проведения экстренных мер по ликвидации последствий бедствия, включая спасательные операции, а также для своевременного и точного информирования общественности.
Под наибольшей угрозой оказалась Ивате, Аомори и Хоккайдо. В прибрежных городах начали эвакуацию, остановили часть скоростных поездов. Власти отдельно подчеркнули, к берегу лучше не приближаться вообще, даже если первая волна окажется небольшой. В Японии слишком хорошо помнят, чем может закончиться такое небольшое цунами. Новый способ борьбы с неподконтрольным интернетом нашли российские пропагандисты. VPN взорвет смартфон, говорят они. Сам по себе VPN не превращает телефон в бомбу, но если у вас старый аппарат, тяжелое приложение, жара и нагрузка без остановки, то перегрев вполне возможен. До взрыва дело, скорее всего, не дойдет. У современных аккумуляторов есть защита в несколько уровней, но постоянный перегрев тоже плохая новость. Он медленно убивает батарею и сокращает срок жизни устройства. Другими словами, страшилка про взрыв от VPN — это, скорее всего, кликбейт, а вот убитый аккумулятор и раскаленный корпус — уже вполне реальная история. Но телефон и от зарядки может перегреться. Учителям Челябинской области прислали патриотический текст якобы от имени «Единой России». Просили просто зачитать его для акции в поддержку российских военных. Но был один нюанс. Это оказалась переделанная речь Гитлера, которую он произнес 1 сентября 1939 года в день нападения на Польшу. В тексте поменяли отдельное название, убрали прямые маркеры, и часть педагогов подвоха не заметила даже после знакомства с полным вариантом. Долгие годы наша страна пыталась поддержать мирные отношения со всеми соседями, а в частности с Украиной. Таким же образом мы пробовали решить проблему Донбасса. Однако все наши мирные предложения были отвергнуты. За этой провокацией, по данным из медиа, стоял белорусский пранкер Владислав Бохан, который и раньше устраивал похожие эксперименты над российской школьной системой. То есть людям присылают текст с нужной установкой, и его готовы читать вслух почти не глядя. А в прошлом выпуске мы говорили о сорванном перемирии и проваленных переговорах, и США переходят к силовому сценарию. Параллельно в Москве срочный визит Путина в Кремль. Даже пропагандисты заметно занервничали. Детское питание внезапно превращается в яд, и родителям нужно быть максимально осторожными. Рассказываем, как именно распознать опасный продукт и что делать, если он уже оказался дома. И пока люди спорят про интернет и VPN, в Кремле, похоже, тихо запускают полную мобилизацию. Если еще не видели, обязательно посмотрите, а мы с вами встретимся уже вечером.